Это программа «7 дней плюс». Здравствуйте, в студии Светлана Кадырова. Главная зажигалка татарского андеграунда о том, как перестать тихоней. Такие заголовки размещаются в интернете, в ряде СМИ, когда они рассказывают о нашем сегодняшнем госте. Он совмещает карьеру ритм н блюз автора и исполнителя Мунаджатов, снимал клип на Манхэттене, поет на 4 языках. А еще он, но это уже чуть позже, Ильгиз Шахразиев сегодня в гостях у программы «7 дней плюс». Приветствуем тебя. Привет, привет, Светлана. Обожаю рыжих. С детства. Потому Спасибо. что и фраза «ты рыжий, что ли?» говорит о том, что это человек не в толпе. Человек, подверженный абсолютно такому, имеющий индивидуальный, абсолютно авторский стих. Как часто тебя в школе называли рыжим? И если бы ты был, если бы не рыжий, какой бы цвет волос ты выбрал? На первый вопрос отвечу так. В школе меня не часто дразнили. Я всегда воспринимал нормально, если это дружеское какое-то такое, ну, рыжий там, да. В принципе, мне было, наверное, лет 5, мне папа сказал, если тебе кто-нибудь скажет «рыжий», улам, это так и есть. Не спорь с этим. И я как бы нормально относился к этому. Но если это как-то, если кто-то пытался меня этим обидеть, естественно, я как-то, видимо, защищался, пытался защититься. А по поводу того, какой бы цвет я выбрал, но сейчас я бы выбрал какой-нибудь зеленый, не знаю, там, синий. Ну, не знаю, ну, я бы в любом случае хотел бы немножко выделиться, отличиться, да. Все-таки не зря природа дала тебе такой уникальный цвет волос, абсолютно редкий, встречающийся в Татарстане еще реже, наверное, чем в целом в России. Но все-таки понятно, наверное, почему рыжий Ильгиз Шахразиев вдруг оказался в татарском андеграунде. Как ты там оказался? Оказался я там очень интересно. Я просто в последних курсах своего университета, я учился на дирижера-хоровика, и я вдруг решил, что это я тут сижу, уже 5-й год, давай я что-нибудь... И дирижирую? Да, и дирижирую. Нет, ну мне это нравилось, но я все-таки хотел петь, и я записал песню, одну песню, выложил его в интернет, и мне написал Ильяс Гафаров. Ильяс Гафаров. Ями Мьюзик, да, он сейчас директор Ями Мьюзик, вообще создатель этой империи, так скажем. Он мне написал, давай у нас какая-то вот туса будет, может, выступишь. И мы вот так вот начали вместе, ну, мы познакомились, начали вместе делать песни, творить, творчеством заниматься. И в итоге все это через пару лет вылилось в Ями Мьюзик, в лейбл Ями Мьюзик, где уже сейчас у нас очень много артистов, у нас проектов много, выступлений, целый вот такой вот, такая компания, которая делает от начала вообще музыки, от первых нот до выступлений, до рекламных акций. Под ключ. Да, под ключ все. Почему все-таки не классическое искусство? Ну, учитывая, что дирижер, хоровик, да, то есть классическое образование, все-таки такие абсолютно нестандартные подходы. Мы потом расскажем про твои клипы, изыски и находки. Почему не классическое искусство? Вот, хотя не вижу я тебя, честно, дирижер. Хора, извини. Ну, хотя бабочка была бы к лицу. Да. Ну, знаете, я, наверное, много слушал эстрадных исполнителей, да, вот таких вот, скажем, поп-культуру больше слушал. Наверное, меня все-таки туда тянуло. Хотя Руслан Даминов, мой первый педагог по вокалу, он пытался из меня сделать такого классика, чтобы я пел такое все. Но как-то я, видимо, он потом понял, что я все-таки не хочу в эту стезю. И мне больше нравится легкость, больше нравится... Я не люблю себя в рамки ставить. Даже я исполняю классику. Да, я могу исполнить классику как-то, да, но я не хочу делать это каким-то определенным только по этому пути и все. Нет, я исполню классику, а завтра я буду читать рэп, а послезавтра рок. А там еще и мунаджаты красивые такие есть, знаете. Я не могу от этого всего отказаться. Я все хочу делать. Интересно. Твоя звезда, кстати, ярко загорелась-то после «Узгорежили», да, когда ты там спела «Бриллиант» в свинговом стиле. Да. И «Брамаласу» там даже рэп был, насколько я помню. Там тоже рэп был, да. Вот я не представляю, то есть для меня татарская эстрада и, в принципе, татарский зритель и слушатель, это очень консервативный зритель и слушатель.
Есть Это такое. монументальное, такое монолитное нечто, которое принимает только то, что принимал Минемаби, Минемабы, Да, Минебабай. И тут выходит Ильгиз Шахразиев и ломает все стереотипы. Вот насколько публика была от тебя в шоке вообще? Ну, я думаю, вообще у Сгаразжиля эта же идея была такая, что действительно как-то, ну вот, заявить какие-то новые какие-то Ветер стандарты. перемен, Да, да, ветер да. перемен. У Сгаразжиля, в принципе, идея была такая, и, может быть, я просто как-то вписался в эту идею. Да и, в принципе, если так брать, до Сгаразжиля у нас уже были выступления, мы уже где-то делали концерты, уличные open-эйры. То есть это не было так, что я в Сгаразжиле пришел и только там это сделал. В принципе, на Сгаразжиле Публика немножко понимала, кого она увидит. Да, и еще, знаете, есть же разная публика. Есть, вот сейчас, я вот об этом много думаю, сейчас там 30 плюс или там 30 чуть-чуть минус, там, да, эти, ну, молодежь, так скажем, да, вот эта прогрессивная молодежь, которая уже, не знаю, работает, живет полной жизнью, она уже давно слушает другую музыку. То есть вот эти вот, да, она имеет в виду, что есть вот наши вот эти вот жемчужины нашего. Золотой фонд? Да, золотой фонд, мы это имеем в виду. Но еще хочется что-то другое, новое, интересное. Мне кажется, сейчас как раз тот самый момент в нашей татарской музыкальной культуре, когда есть потребность чего-то интересного, нового. Считаешь ли ты, что именно ты в том числе, и Ями Мьюзик в том числе, внесли определенный вклад в то, что аудитория татарской эстрады как раз омолодилась, и что появились слушатели 30 минус, да, чуть-чуть 30 плюс, потому что чаще всего это 45-50 плюс, ведь аудитория на татарских концертах. Как ты думаешь, вы сыграли в этом свою роль? Я думаю, да, потому что в любом случае каждый человек слушает музыку. И, скажем, если это татарская аудитория, да, если это молодежь татарская, то у них там в ушах, не знаю, из русской эстрады, из западной эстрады все равно есть музыка. И она хорошего качества, она разная. И почему бы не предложить этому слушателю такого же качества музыку, рок, рэп, не знаю, фанк, да, что-нибудь там, не знаю, хип-хоп, на татарском языке. И все равно, ну, я уверен, что мы росли под определенными какими-то, не знаю, кодами, да, у нас есть какие-то свои темы, даже свой, может быть, язык, да, разговора. И эти песни обычно, ну, не всегда о Туган-Як, не всегда о роднике, о маме и дне рождения, да, чтобы это вот Туган-Як, Ауэл, там, да, вот это все родная вот эта деревня. Но немножко уже, мне кажется, и темы меняются, и вот наше поколение, мы пытаемся... Расширяете горизонты? Да, спеть о чем-то, о том, что вот сегодня, потому что, не знаю, Причем татарская... не только в этой ситуации, мне кажется, для татарской аудитории. То есть ваша музыка в этой ситуации интересна, в принципе, по стране, и вы популяризируете татарский язык, наверное, за границами. Да, и часто у меня спрашивают, о чем ваша песня. Или вы знаете, вот даже нас зовут на фестивале. Вот мы были в Урал Music Night в Екатеринбурге, где выступают со всей России самые лучшие ансамбли, группы, какие-то стили. И мы там выступали, и люди, там тысячи человек, слушали татарскую песню, татарскую музыку, это было модно, речь. современно, Это красиво? было модно, современно, красиво, и все после выступления спрашивали, о чем ваши песни, как это прикольно, а как это... Потому что есть какой-то стереотип татарской песни, это что-то там, не знаю, баян. Вот да? я говорю, очень такое консервативное, потому что Да. вот ощущение, стереотип сложился. Вы его меняете, Мы его ломаете. меняем, но баян у нас обязательно есть. Все равно. Хорошо. По поводу... Интересно, популяризируете, на самом деле, татарский язык, да? Вы делаете его как раз через модную музыку, через модные композиции, Да. модным в том числе. Да. Ты один из тех, кто уже давно поет и на акции «Мин Татарща Селяйша». Да. Тебя даже называли талисманом или символом этой акции. Считаешь ли ты себя вот в этой ситуации хранителем и популяризатором татарского языка? Вообще, тебе эта миссия интересна? Или ты просто творчески реализуешься, а там как пойдет? Или есть определенные смыслы? Я думаю,
я бы не хотел себя ставить таким, не знаю, как будто бы на мне сошелся свет клином, и я какая-то Ответственность боишься брать? мессия. Нет, это... Я просто, я хочу свободы больше. Я не хочу брать на себя такую миссию, потому что как только ты скажешь, что ты там несешь, там, не знаю, огонь жизни всему миру, то начнут от тебя требовать. Ну, конечно, я говорю, следующее, ответственности что... боишься? Да, я не боюсь, я не хочу брать на себя такую ответственность. Но Как если... настоящий мужчина, перед ЗАГСом. Обратите внимание. Да. Но я лучше буду делать то, что мне нравится, и если кто-то это воспринимает как что-то интересное, то это только прекрасно. Смотри, мне кажется, когда вот твоя звезда загорелась, ну, скажем так, на музыкальном небосклоне татарском, ты был своего рода неким рыжим, да? Возвращайся к твоему замечательному цвету волос. А много ли сегодня таких рыжих в татарском андеграунде? Ты имеешь в виду рыжих, в музыкальном замечательно смысле? творческих современных людей? Конечно, много. Конечно. Намного больше стало? Вот там буквально за последние 10 лет ситуация как изменилась? Ситуация изменилась, знаете, вот мы же были сначала, скажем так, андеграундными такими, да, знаете, мы на улицах были, вот это все, мы там росли, и, в принципе, наши слушатели с нами тоже росли, а теперь эти слушатели, они уже могут себе позволить, не знаю, пойти на концерт, там, да, заплатить деньги. И мы уже можем позволить этому слушателю сделать хороший свет, хороший звук, хорошая площадка. Вот мы вместе росли. По поводу вот этих вот музыкантов, например, вот Усал, рэп-исполнитель. Он, естественно, вырос, да. Потом Гауга появилась, это Оскар Юнусов. Или если даже брать даже не сколько музыкальная культура. Вот Ильшат Рахимбай, да, снял фильм, да. Потом Байбулат Батулла тоже снял. Бери То и есть помни. это все, да, бери да помни. Просто эти все люди, они вот как бы рядом Ты так со вот мной. радостно об этом говоришь, а тебе не кажется, что у тебя раньше конкуренции не было, а сегодня жесткая конкуренция? Нет, для меня это только радостно. И когда появляется что-то интересное, я просто, кто вы, что вы, как это, давай, объясни, как ты это делаешь, почему это интересно, что ты слушаешь, а может быть вместе даже что-нибудь сделаем. Ну, неужели никогда нет вот такой, не червоточит там что-то внутри, соберет больше, чем я, рванет выше, чем я. Ну, творческая зависть, это же всегда закулисье-то оно сложное у творческих людей. Нет, почему-то у меня нет. Может быть, я просто уверен в своих способностях, да. Но нет, я только радуюсь, потому что, во-первых, это и плюс, и, скажем так, моему творчеству, потому что если этого будет много, то это превратится в норму, в прекрасную норму. Но еще, и это будет меня подтрунивать, что-нибудь придумать еще. Двигаться дальше, да? Да. Это, если в этом плане, то это меня, конечно, выведет из зоны комфорта и состояния штиля такого. Да. Вот вы уже говорите, что вашу музыку любит молодежь, вы, в принципе, росли со своей аудиторией, но вот сейчас пытаетесь подвести под некий современный формат еще и татарскую классическую народную музыку. Вот честно, ругали вас за это? Вот говорили, не покушайтесь на это святое. Конечно, говорили. Что говорили? Можно цензурно так, пожалуйста? Цензурно, говорили, это же, там, не знаю, татарская народная песня, как вы можете ее так исполнять? Естественно, я просто могу сказать, что мы музыканты. Вот мы собираемся. Я художник, я так вижу. Нет. Я скажу так, я Music Band, да, вот у нас есть вот это вот сообщество, мы собрали там самых лучших музыкантов, гитаристов, баянистов, клавишников, бас-гитаристов. Ями Music Band. Это Юра Федоров, это Ильнар Фатихов и Ильяс Гафаров, да, это идейные. Там собрались лучшие музыканты, слухачи и очень культурные. Мы никогда не позволим себе оскорбить какое-то музыкальное произведение. Если это кому-то не нравится, то, возможно, этот человек пока не знаком с этим стилем. Может быть, он пока не вжился в эту песню, там, да, в этот стиль. А так, я могу сказать честно,
и без угрызения совести, что мы, как музыканты, никогда не позволим себе обидеть никого. Это раз. Второе. Это мое личное мнение. Татарская народная музыка, вот народная музыка, это народная музыка. Она принадлежит народу. Я, как представитель этого прекрасного народа, Как депутат татарина, Госдумы разговариваешь сейчас. Защитник интересов да, народа. я имею право ее исполнять. Я могу ее неправильно исполнить. То есть лучше ее исполнить, чем не исполнять, забыть. А еще, это же такое бывает, вот, например, у меня тоже бывает такое, например, я услышу какую-то песню народную в чьем-либо исполнении, я, естественно, пойду послушаю еще более раннее исполнение, как его исполнял Ильхам Шакиров, или Альфия Авзалова, или Зиля Сунгатуллина. Ну вот просто потом я из этих истоков, может быть, возьму еще больше, чем мне предложил какой-то исполнитель. Я очень люблю обработку и песни, в том числе татарские народные, например, когда это делают башкиры. Есть башкирская группа, например, Айбол Былым, потрясающая там обработка, с удовольствием слушаю. И у меня ощущение, что музыканты из Башкортостана смелее. Нет, не было такого вообще? Часто сравниваете музыкантов из соседней республики и себя? Вы следите за творчеством за пределами Татарстана? Конечно, следим, но я думаю, это только в плюс нашей татарстанской, ну, скажем так, татарской культуре и вообще общей культуре, что они приезжают к нам в Татарстан и такое творят. Вот Салават приехал тоже из Башкирии, Ханьяпа, по-моему, тоже, там да, из очень Башкирии, много, да. Или там Но вот... сейчас современные просто музыкальные группы также, которые обрабатывают замечательно татарские песни, на башкирском языке они их поют. Но там потрясающие роковые обработки, да, роскошные. Да. Иногда мне кажется, что вот Екатеринбург всегда смелее в музыкальном плане, мне казалось. И почему-то Башкортостан, ну, понятно почему, Может, кто там Урал? тоже родился, да, Да. потому что и Урал. И вот поэтому вы следите, в принципе, за вашими конкурентами, либо за вашими коллегами из соседних современными. Мы следим там, вот мы очень хорошо дружили с Ренат РНТ, есть такой хип-хоп исполнитель. Мы его даже позвали к нам сюда, на Мин Татарша Силяшем, он пел на башкирском языке. Он поднял флаг Татарстана, мы подняли флаг Башкортостана, и мы пели вместе песни, вот у нас был тоже общий. Потом они устроили там у себя Мин Башкирча Силяшем, позвали нас, артистов из получился Ями Мьюзик. Сабантуй. И получился Сабантуй. То есть я к тому, что у нас вот есть какая-то дружба, мы отслеживаем, что у них творится, они знают, что у нас творится. Мы рады, что они какие-то там новые решения сделали. Они к нам приезжают и говорят: вау, у вас тут так круто, у вас тут, не знаю, фестиваль делается, мы тоже себе такое сделаем. Или либо мы едем к ним, видим, что у них какие-то интересные решения там даже, ну, по фестивалям, по подаче, по языку этих фестивалей, ну, скажем так, по формату этих фестивалей. И мы приезжаем сюда и делаем свое. То есть вот такой культурный обмен — это только в плюс и нам, и им, и вообще всем нам. И искусству в том числе. И искусству. Но, да, башкиры, они, конечно, немножко смелее в этом плане, потому что у них даже есть вот рок-группа Бурелер, они к нам очень часто приезжают и делают концерты. Мы им помогаем в этом. Хорошо. У тебя, ну, на мой взгляд, вот я когда тебя вижу, такое ощущение, что у тебя две карьеры. Ты творчески самовыражаешь так, как ты хочешь, с твоим чувством свободы обостренным, да? С другой стороны, выступаешь на свадьбах, на корпоративах, поешь, причем поп-хиты. Да. И это что? Это, знаете... Если посмотреть, то есть здесь зарабатываю, и на это потом самовыражаюсь, либо, ну, как объяснить? Да, а еще у меня же есть, я же еще солист Большого концертного зала нашего государственного, и я пою там романсы, какие-то классические вещи. Пожалуйста, знаете, у меня есть плохая привычка приходить туда, куда зовут. Вот, если меня позвали, и они рады меня видеть, и они хотят услышать какое-то произведение, я только с радостью это исполню, порадую людей.
Ну, ты же теперь уже, в общем-то, с определенным статусом человек, да? То есть, ну, определенная звезда загорелась, звезда еще есть, еще не закатилась. Вроде бы, ну, что корпоративы, ну, что свадьбы. То есть ты уже должен, в общем-то, вроде бы на другой уровень шагнуть и сам определять, где хочу, где не хочу. Ну, возможно, но смотрите, если так брать, свадьбы я люблю, потому что, ну, не знаю, потому что там люди, потому что часто, конечно, зовут, чтобы я свои песни пел. Но бывает такое, что и какую-нибудь народную песню запою. Ну, все вместе. Эй, да, господи, ой, балабалам, эй, свадьба, это прекрасно. Там же там настоящие... Эмоции, эмоции, да. А есть концерты, но есть какие-то выступления частные тоже, какие-то, может быть, даже государственного плана концерты или где-нибудь. То есть... Если это в планы мои вошли, я поеду туда, куда вот это получилось. Потому что сейчас, ну, с этими календарные дни не хватают на все выступления, к сожалению. Хорошо. Как-то в одном интервью ты сказала такую историю, что, да, мы ведем там артисты, культуру, песню вперед, но я никому ничего не должен и всегда буду делать то, что мне интересно. Вот сильно ли, в принципе, это сейчас мешает твоя свобода взлету в твоей карьере? И, ну, хочешь ли ты стать звездой татарской эстрады, и чтобы твоя звезда рядом со звездой Салавата Фатхудинова условно была? Слушай, куда ты метишь? Кем ты хочешь быть? Кем я хочу стать на татарской эстраде? Не знаю, мне комфортно, как сейчас. Я никому ничего не должен, никто от меня ничего не требует. У меня есть какие-то мои взгляды на музыку, есть мои соратники, музыканты, которые рядом со мной, они мне в этом помогают, или я им в этом помогаю. Если кто-то начнет мне что-то диктовать, например, там, да, вот давай вот так спой, я, конечно, могу это сделать, да, но брать это в основную мою, скажем так, творческую жизнь, я, наверное, этого не сделаю. Ну, вот я же говорю, я работаю в общем, особо пробираться и занимать этот Олимп и пьедестал ты не хочешь? Ну, я потихоньку туда иду, залы собирать концерты, они уже у меня есть. Ну, такой сферы задачи нет? Вот стать как Салават Фатхудинов, но там 30-летним. Ну зачем стать как Салават Фатхудинов? Салават уже Салават, он гений, он там, он уже... Эльгиз? Я хочу в другом месте светить, понимаете? Ага, вам нужно другое небо. Если светить рядом с Салаватом, то можно померкнуть в этом свете. Молодец, Эльгиз, зачтется. Когда написал первую песню и когда ты пишешь, для чего? Когда написал первую песню, наверное, лет в 14. Для чего? И что тобой движет, когда ты пишешь песню? У тебя же нет такого, каждый раз в неделю одна песня. Нет, такого нет. Знаете, наверное, я сам себе когда-то ответил, почему я пишу песни. Это потому, что я не могу его не написать. Вот это вот мои эмоции, которые я должен это выложить. Если я это не выложу, я там, не знаю, изнутри сгорю, я там, не знаю, не смогу жить. Я его напишу, я его запишу, я его услышу, я скажу: молодец, Эльгиз, и все на этом. А что дальше его нужно будет выпускать, его нужно рекламировать, его нужно будет петь, это уже, ну, не самое важное. Самое важное мне ее выплеснуть. На бумагу. На бумагу и на носитель какой-нибудь. Хорошо. 3 своих самых любимых песни, композиции, что? Из моих. Ой, это же так сложно. Это сложно. Столько детей, да? Да, это как дети. Ты не можешь любить кого-то больше, кого-то меньше. Топ-3. Топ-3. Наверное, «Ау», которую мы сделали, она очень веселая, она очень такая задорная. Это Зарина Вильданова, Малси Мьюзик, Ислам Валеев. Кстати, сын Рустема Валеева, который баянист, да, я очень этим горжусь. И? «Ау». Потом, ну, я сейчас скажу, но это я буду врать, да? Если... Давай врать не будем. Второе, это «Таленьке». Так. Мне нравится эта песня. И «Топ». Песня «Топ». Отлично. Топ рейтинг Эльгиза своих песен понятен. Буквально концовка нашей программы. Нестандартный вопрос.
Если бы в твоей жизни на данный момент можно было изменить что-то одно, что бы ты изменил? Про цвет волос мы поняли. Я, наверное, ничего не изменил бы. Не знаю, что изменил бы. А что бы добавил? Что бы добавил? Побольше солнца. Так, и к солнцу? Эмоций? Эмоций? Эмоции, солнце. Не знаю. Главное, чтобы было солнце. Главное, чтобы было солнце. Спасибо, Ильгиз, с тобой было очень интересно. Это была программа «7 дней плюс». Благодарим за то, что были с нами. Спасибо.